Экстремизм – угроза обществу. Главный посыл, который звучит на этой встрече. Не случайно она проходит со школьниками. Ведь именно подростки поддаются влиянию со стороны больше остальных. Призывы к насилию, подрыв моральных устоев и подмена понятий на ложную идеологию. Для Хади Хамхоевой такая беседа далеко не первая. Но о том, что скрывается за этим словом, ей объясняли не только учителя, но и родители. Я считаю, что это очень ужасно, и что люди не должны убивать других людей. Они рассказали, что это очень большой грех. Религиозные деятели напоминают, порой аяты из Корана становятся инструментом для идеологических манипуляций в руках злоумышленников. Затрагивают на встрече и виды экстремизма. Политический, национальный и религиозный. Последнему понятию уделили особое внимание. Для большей убедительности выступающие приводят ученикам примеры из жизни, когда, запутавшись в сетях экстремизма, повернуть назад становится уже невозможным. Последнее, то, что мы в Икажеве проводили с сестрами Оздоевыми, мероприятие «Отец и мать» там присутствовали, Малика и Хади Оздоевы с вашего села. Там было озвучено, что отец всякими доступными способами пытался, чтобы дочерей довезли до границы с Турцией для обращения в российское посольство в Турции. За это курды взяли вознаграждение, курды не исполнили, то есть взяли деньги и исчезли. Самая популярная площадка для вербовки – закрытые группы в социальных сетях. Псевдоалимы, начиная с рассказов о чистых и светлых религиозных устремлениях, незаметно вкладывают в молодые головы совсем другие идеалы. Какие-то там обещают блага, в том числе на территории Сирии, тем людям, которые туда. Но по факту, когда эти люди приезжают, то, что обещалось и что, оказывается, на самом деле не соответствует действительности. И тем людям, которые уже туда попали, довольно проблематично вернуться на родину, потому что есть особые предпосылки, которые препятствуют нормальному возвращению этих людей. В завершении встречи представители духовенства в очередной раз призвали молодежь обдумывать каждое свое решение и прежде всего советоваться со старшими в спорных религиозных вопросах. Хава Газикова, Магомед Дидигов, Новости 24.